Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Я не знаю, что надо сделать, чтобы разом решить все проблемы, или чтобы они не возникали так часто и всегда. Под рукой должны, видимо, быть или мужские руки, или рабочие на все случаи жизни. Но тогда им надо оплачивать. И было, чтобы чем. А мы на корм-то с трудом собираем. Вот такая ржавчина и грязь в колодце. Другой воды нет. Ближайший колодец в 3 километрах от дома, а воды уходит в день на питье и помывку дома много канистр или пластиковых бочек. Вызвали рабочих. Очистка колодца и замазка между кольцами, где просачивалась грязь и глина, озвучили 16 тысяч. После очистки и изъятия оттуда всей воды вода в колодце не появилась. Рабочие сказали, надо рыть глубже. 12 колец в этом сезоне недостаточно. Вода глубоко, глубже, чем 12 колец. Мне сложно разобраться в технологии колодца и обустройства, как есть и как должно быть. Но у нас опять проблема. Как быть с колодцем? Конечно же, рыть. Впереди лето, жара. Воды у собак должно быть много, чистой, а у нас ее никакой. И снова все, друзья, упирается в деньги. И снова нам нужна ваша помощь, ваша поддержка. Друзья, что делать? Нам очень нужна ваша помощь. И финансовая тоже. Вот так. Нет, чтобы лечь в тенечек, да? Нет, мы выкопаем земельку сыренькую, ляжем в нее, полежим, станет жарко. Опять откопаем, опять полежим. Вон тени полно. Но нет, мы не ищем легких путей. Ой, мои все мои, все, и Варя, и Маврик, все мои, все, и королечек, все мои маленькие, всех ругаю, да, всех ругаю, всех люблю, да, и даже Маврика, вот этого прикольного Маврика, и Варя меня. Сегодня мы говорим только о корме. Другие темы отходят на второй план, когда нечем накормить. Это самое страшное. Что может быть с теми, кого однажды спасли и от голодной смерти в том числе? Спасеныши у нас 220 душ, живых и ежедневно ждущих еду. Кого-то привезли недавно, а есть такие, кто живет уже 2 года и больше. Корм мы стараемся закупать оптом, так дешевле, чем брать тот же, но значительно дороже. Сейчас наступило лето, и наши хвостики едят меньше, чем зимой. Но тем не менее, все они ждут и смотрят на человека в ожидании кормления. И точно знают, во сколько начинать лаять, напоминать, что пора уже поесть. У всех передержек свой опыт кормления. Кто раздает корм индивидуально, а где-то получается кормить из общей посуды. Это там, где собаки дружны между собой и никто никого не обижает. Главное смотреть, чтобы все поели и всем хватило. Якутские собаки очень умны, и все знают голод. И поначалу, конечно, они бросаются есть, как в первый раз. Первые дни от корма дают заморенным часто, но небольшими порциями. Все наши передержки имеют большой опыт содержания собак. Когда вы смотрите, какие упитанные, веселые бегают хвостики, это благодаря вашей помощи, друзья, и опытным хозяевам передержек. Ты длинноносый? Лайн. А? Толстый. А, толстый. Ты толстый. Ты толстый. Ты толстый. Толстый какой. Толстый какой. Упитанный ребенок. О, ты упитанный ребенок какой. Где это? Лиса Патрикевна. Вот она. Вот она, Патрикевна. Ой, Патрикевна какая. Да? Да, молодец, что ли? Да, молодец. Сегодня, друзья, я прошу вас помочь накормить наших однажды вывезенных из ада. Там собаки пережили ужасы издевательств, жуткие морозы и голод.
Я понимаю, что большинство сейчас на своих участках и дачах. Многие уехали из городов в деревни. Как объяснить это собакам, что помощи мало? Людям не до вас? Подписчиков 30 тысяч, а просмотры стремятся к нулю. Как выживать? Пожалуйста, кто сколько может. Давайте соберем на оптовую партию и накормим хвостиков. Я благодарю всех, кто остается верен нашему общему делу спасения. Всех, кто не забыл, что наши якутята хотят быть сытыми каждый день. Эшли. Собаки, как и мы, люди, особенно когда их много, видна разница в характерах. Кто-то любит быть главным, а кто-то очень скромен, кто-то не терпит несправедливость, кому-то это безразлично. Веселые и грустные, добрые и не очень. Все одинаково хотят быть сытыми каждый день. День стольника, друзья, объявляем, и мы надеемся на ваши добрые сердца, на ваше милосердие. День стольника, друзья. Ерош, здорово. Так, уйди. Ерош, ты молодец что такой? Да громкий, громкий, понятное дело. Очень громкий. Очень громкий. Очень громкий. Ерошка. А Пьерош? Куда собрался-то, Пьерош? О, какой красавчик. Красавчик, большой красавчик. Большой красавчик. Ты большой красавчик. О, ты какой большой красавчик. Ой, какой. Ой, какой большой красавчик. Ой, какой.